Во-первых, я приветствую вас, рад видеть, рад возможности встретиться с вами. Честно говоря, там Сазамля, ваша, какая жизнь, какие у вас планы, как мы можем быть, или, наверное, как вы можете быть полезны для нас, да, как может быть здесь больше пользы. То есть нам тоже интересно, как вы здесь. Начнем. Здравствуйте. Давай, Татарстан, приезжай. Бизнес изучить в Шарджа и это. На каком курсе? Второй курс закончу. Второй курс, да? Компания занимается органическим продуктом, который не вредно для здоровья, шампунь, мыло, абсолютно все. Так как на сегодняшнем рынке вся продукция содержит химикаты, и она вредна для нас и для нашего будущего поколения. Хочу выпустить, выпускаю продукцию, которая будет полезна для нас. На самом деле очень важно, как бы, питание, чем ты пользуешься, одежда. То есть я вообще считаю, что это не польза, а это вот, вреда-то не приносит. Это вообще помощь на сегодняшний момент, потому что экологическая среда, сами знаете, Ну, хотя бы через своими руками мы не пользуемся. Я с вами согласен. Это же еще мы пользуемся некоторыми моющими продуктами из-за денежного эквивалента. Давайте подумаем, может быть, как-то быть полезным тоже. У нас же Nefis Cosmetics есть, другие химфарм-препараты есть. Может быть, вы свои идеи сформулируете, а мы уже посмотрим, как их реализовать. В принципе, сегодня как бы качество жизни во многом будет зависеть от этих элементов. Воздух, вода, одежда, шумы и, конечно же, моющие шампуни. Меня зовут Мариса, я учусь в университете. Да. Состоян откуда? Это моя младшая сестра. Да? Да. Самарская область, мои родители оттуда. Серьезная у них школа по дизайну, да? Вот дизайнеров по интерьеру, по одежде у нас, конечно, нет. У нас все покупное. Еще сами не умеем делать. Я готова помогать Татарстану. Мы ваши клиенты. Начните с нас. Меня зовут Шангариев Джалиль, я москвич, учусь в Американском университете, менеджмент и маркетинг. Тоже шарли, да? Да, Американский университет. Сейчас я помогаю своему отцу, семейный бизнес. Нет, молодец. Надо как бы уже воплощать свои знания уже. Я родом из Москвы, представитель нижегородских татар. Учусь здесь в университете, в магистратуре Американского университета Шарджа. И в том числе работаю маркетологом в компании Al-Marwan Group. Она занимается строительством, реализацией тяжелой техники. И у них еще есть другие направления, в том числе недвижимость, робототехника. Ну, конечно, хотелось бы быть полезным своей отчизне, да, то есть я, конечно, хочу набрать здесь опыт, выучиться и, естественно, здесь тепло, быть... хорошо кормят. Потом вы не сможете куда-нибудь купаться? Нет, нас всегда тянет домой. Да? Да. Я еще в Японии учился, да, помимо этого, как бы это не помешало мне, то есть двигаться дальше и не забывать о своем доме, и хочу все-таки набрать какой-то опыт положительный здесь еще, и потом уже в дальнейшем. Сколько лет вам сейчас? Сейчас 24 года. И ты долго уже учишься, надо начинать работать. Уже работаю, да. Применяю знания, но Работаешь, да, надеюсь, да, что... Давайте на самом деле подумаем, как реализовать все-таки. У вас хорошее образование, тем более японский у вас есть. Нет. Пожалуйста. Все я услышал. Спасибо. Makyosdan ödreşim, Melisem Ramazan. İşne izleyim. Paylaşırız. İşne izleyim. işne Tapmadım. izleyeyim. Әлі мені ғибарда бітірдім. Ну давай Силя Шарикера. Да?
Bizning darsni aytganda tag'in kichkinagina mana fikrlar bo'lgan edi. Mana bitta narsa ismlarni aytsang, uni aytirga mumkin bo'ladimi? Mumkin bo'ladi. Yo'q, hozir sizlar shu bitirgan narsa o'zingizni fikrlaringizni aytasiz. Исәнмесез? Меня зовут Илья Нахимова, я из Казани, здесь уже второй год. Учусь в Канадском университете города Дубай. Здесь у нас банковская школа очень хорошая. Не в плане того, что я вас хорошо купил. Человек должен какую себе цель поставить. Там, японский выпущен, Дубай поехать, еще что-то там. Хорошо, спасибо. Так? Сэмсис, меня зовут Айгуль. Сэмсис. Да, я из Казани. Учусь в университете в канадском. Тоже сначала училась в Шерджском университете. В американском перевелась в канадский, заканчиваю второй курс. Учусь на финансиста. В планах выучить арабский, закончить обучение. Арабский учишь, нет? В планах как-то начать учить. Да, я думаю, пока здесь находитесь, надо арабский учить. Арабский вам пригодится. Вот. Конечно, хотелось быть полезным в своей республике. Арабский язык придумал. В планах окончить обучение на бакалавра, потом сразу учиться на магистратуре по финансам в американской бизнес-школе здесь в Дубае. И потом уже работать в компании или в инвестиционном банке здесь в Дубае. Артур Ильца. Дедушка найти работу меня очень привлекает инвестиции, банковское дело, экономическая система равновешенная. Нам бы, я не знаю, хотелось бы нам изначально немного рассказать о той деятельности, которую мы в рамках общественной гуманитарной работы проводили, и после этого передать это слово своим однокашникам. Команду, как вам удобно, хотел бы, вашим распоряжением. Я бы хотел наиболее подробно остановиться на мероприятиях, которые, начиная с 2009 года, мы проводили. Одно из, начиная с 2010 года, зимы, мы начали активную общественную работу. К примеру, в феврале 2010 года мы провели фестиваль под названием «Клубная ярмарка», проводили в нем активное участие. Позиционировали Россию, пропагандировали Россию именно для иностранцев, показывали и рекламировали нашу культуру и представляли ее. Так, на этом мероприятии темой была регионы России. Татарстан занял там центральное место. Также хочу отметить, что в апреле 2010 года был масштабный молодежный арабский фестиваль под названием «День всех культур». Это самый крупный фестиваль. Там мы представили стенд под копии Московского Кремля, а стенд посвятили Универсиаде 2013 года в Казани. Мы также показали именно Россию со стороны ислама. Кроме этого была специальная акция «Дни российских побед», в которой мы рассказывали о чемпионате мира 2018 года, Универсиаде Сочи. Мы приглашали иностранных студентов на ужин и угощали их блюдами татарской национальной кухни. А кто готовит? Мында біздің ресторан бет бар. Казан ресторан. Татарша ашлар пішіреді ме сонда? Шпақлар, пәрәмештер, кабадия, барса да бар. Сабан той надо провести в Дубае. Мы в центре Стамбула проводили. Да? Еще раз, как не было, 20 странах проводили. Здесь я. Ну здесь пока нет, вот Тимур будет, сейчас Тимур уполномочен. Сабантуй обязательно не буду. Хамадилов Самугалевич, позвольте вас поблагодарить за ваше внимание и все то, что сегодня Татарстан делает для молодежи. Мы считаем это очень позитивно и очень вдохновляюще для нас. Можно было бы проводить концертные мероприятия, может быть, привлечение либо театра татарского, либо каких-то исполнителей, чтобы проводить либо ансамбли на территории Эмиратов. В том числе это повлияло бы на то, что люди бы осознавали, какой нацией мы являемся. Представительство будет у нас? Да, мы хотели бы выразить. Мы будем как бы выстраивать отношения с местными властями. Я думаю, и культурный обмен, и обмен студентами, он должен на межгосударственном уровне и на межрегиональном уровне быть. То есть все это будет в рамках
У нас вот с Турцией эти вопросы решены. Здесь пока у нас нет вот такого. Надо, чтобы и эта сторона была готова, и мы должны быть готовы. Я думаю, вообще они очень хорошо к нам относятся. Особо они, вот форум был, и сам этот Аль-Махтуб, и другие, они Татарстан, они знают Татарстан, они... Дальше вот нужны некие механизмы активизировать вот это. То есть добрые отношения, а есть уже хороший контакт. Добрые отношения есть, а вот контактов таких пока еще нет. Поэтому надо запустить разные инструменты. Мы и сами чувствуем, поэтому мы же говорим не в Абу-Даби, а в Дубае, потому что в Дубае он так, здесь с Дубая можно и другие как бы страны этого Персидского залива Африки. Ну, и здесь как бы более комфортная среда для организации работы. Поэтому мы будем, как бы вот вашу идею, мы ее воплощаем, но ее уже в деталях надо вот здесь вот так, вот здесь. Вот у нас очень хорошо с турками идет, у нас там в Средней Азии неплохо идут наши дела. Много молодежи учится за границей. За границей они не нужны, в России они не возвращаются, потому что не знают, что с ними будет. А это вот новый город, новые условия. Спасибо.